Приветствуем, комрады, вас на нашем копе очередном. Такое поле у меня прямо в центре селения. Он хозяин. Один пашет, другой сеет. Короче, у меня вот это поле засеяно, но только что засеяно. И он разрешил копать, говорит, только закрывай ямки. А так можно. Вот сейчас будем смотреть. Знаю, что это интересное место. Раньше когда-то здесь было поселение древних французов, Гулва. Вот. Ну и сейчас будем смотреть, искать их потеряшки. Вот. Была у меня тут находка интересная. Ну, короче, будем смотреть, покажу, что найду. Да, друзья, уже сколько, где-то минут 30 хожу я, пока находок нету таких, только железо разное. И первая такая находка у меня здесь выпала, вроде колечко было, вот колечко, для такой девицы, у которой были пальчики такие миниатюрные, так скажем. Вот. Древнее колечко, старое. Трогать мы его не будем. Но оно есть. Как и предполагалось. Римское, старое. Вот. Что-то на кольца мне стало вести. Поехали далее. Был сигнал. Не смотрел. Смотрим. Зараз вместе. Какая-то шайба. А так напоминала монетку. А так монетку напоминала. Шайбочка какая-то ненужная. А может, нужная? Но мне она не нужная. Поехали. Ищем далее. Ну, сейчас-то у меня точно есть монетка. Могу и показать. Она вот она. Купил вот перчатки себе. Они большие. Думал, у меня руки огромные. Видать, переборшу я с этим делом. Так, что это у нас здесь? Здесь у нас непочатый край, как говорится. Не узнать и не познать, если не разобрать. Так. Да ничего здесь не осталось. Ну, монетка. Первая монетка с этого поля. Так что продолжаем. Господа хорошие, пошли у нас находочки. Вот, что-то выпало снова. Неизвестное. Пуговка. Пуговка солдатская. Так. Ну, короче, ясно, что это пуговица. Оставлю. Хотя я уже угробил вроде. Ну, пусть будет как есть. Вот она. Ну, хоть что-то. А то ходил вот от седа и до того дерева. И ничего не было. Сейчас и дождь пошел даже. Ну, ищем. Снова. Нам выпала монетка. Вот она. Ну и как ожидалось, она убитая. Да. Мертвечина. Нету ее. Будем искать. Хозяин полем, мужик нормальный такой попался мне.
прошлом году, по-моему, я спрашивал у него разрешение на одно поле. Без проблем. Сейчас приехал, говорит, там есть у меня, там, копай без проблем. Я говорю, приехал я на это поле, смотрю. Он тоже подъехал, говорит, вы уже засеяли? Он говорит, да, засеял. Ну, я тогда не буду. Да не, копай, говорит, копай, проблем нету. Если так настаиваешь, не отказал я ему в этом деле. Вот. Но пока что тут мало чего есть. Ну, будем надеяться, что будет что-то. Поехали далее. Коп продолжается уже на новом поле в тот же день у того же хозяина, короче. Пока они там закруглялись, мне машину поставить, правда, негде было. Пришлось мне, короче, ждать надо было. Но мужик мне сам предложил, говорит, у меня есть другое поле, поезжай туда, там, короче, у него вот строение вот такое, дом был, говорит, возможно, тебе там больше интересно будет, дом был, короче, посмотри там, может, что найдешь. Вот он дал мне вот это вот поле огромное, сейчас сделаю его, только 5 минут еще нету. Вот зашел, у меня сразу первая находка, вот она. И я думаю, это что? Это у нас вроде бы кокарда какая-то, не знаю. Правда, думал, монета, пока землю не убрал. Вот. Короче, такая круглятина. Не монета. Главное, поле есть. Сейчас будем пробивать, смотреть. Может, что будет. Дождь капает. Одел я вот эту вот куртку свою. Дожденепроницаемую. Вот. Ну, будем смотреть. Продолжение у нас следует. И снова находка. Вот такая штуковина. Может, не знаю, это крест у нее был. Может, какое украшение было. Может, что было. Кулончик какой-то, может, был. Не знаю. Вот такая штучка выпала мне. Ну что, говорит, поле будет интересным, скорее всего, да? Вот. 2 метра от последней находки. И вот снова находка. Окей, продолжаем. Камрады, продолжаем. У меня такое состояние, знаете, как будто я вот-вот должен найти что-то такое, ну не знаю что. Вот. Ну, нашел я, по крайней мере, то, что есть. А это вот оно, что есть. Так. Ну, как мы видим, что ничего не видно. Хотя и есть рельеф вроде бы. Если почистить, можно будет разобрать. Вот. Он там, кто-то там на машине подъехал. У них там животные, там коровы, лошади. Такие дела. Но у нас своя система. Мы чужое не трогаем, берем свое. Ехали. Так, друзья, продолжаем. Новая находка. Такой вот ножичек. Но уже он мертвый. Но не современный такой ножичек. Где-то годов 60-х, наверное, скорее всего. Возможно. Вот такие движения. Смотрим далее. Снова у нас находка. Но вроде бы убитая, да. Ну, что-то из области, то, что было монетой, но убитая. Вот. Раньше в детстве у нас в селении были вот курганы.
татаро-монгольская ига, когда проходила у нас по Чечне. Вот. Говорили вот то, что это курганы от них остались. Мол, они закапывали своих солдат, там все это. Дела вот такие. И мы вот в детстве слышали, что кто-то нашел такое-то, такое-то, там саблю нашли или щит нашли, там золото есть в курганах. Ну, как мы знаем, Союз, когда был Советский Союз, это дело было очень строго. Не все осмеливались даже трогать эти курганы. Ну, рассказывали. Ну, так слухи ходили по деревням. Кто-то там нашел, кто-то там раскопал. Наверное, не бессмысленные были слухи. Все-таки кто-то залазил, видать, в эти курганы. А тут, как мы видим, земля нетронутая. Не битая, так сказать. Ну и такого серьезного пока найти не могу ничего. Чем бы вот порадовать глаз, скажем. Ну все, впереди будем искать. Друзья, снова сигнал. Трудно нашел я эту штучку. Не смотрел, смотрим вместе. Для меня больше такого, думаю, любознательства, что ли, доставляет, когда я даже смотрю видео вот комрадов, когда они достают эту монетку, когда они находят, достают, они просто показывают. Вот. Думаю, вам тоже будет то же самое. Достали. Смотрим. Но она... Ну, это, я думаю, Луис XIV. Скорее всего. Да. Да, это он. Вот. Протер, и патина сошла сразу. Мокрая монетка. Не буду ее тереть. Оставлю. Она такая не убитая, но и не добитая. Хотя вот рельеф, он читается, все есть. Там все видны буквы. Не могу разобрать, потому что земля. Ну, главное, что есть. Что-то здесь есть. Потом почищу, посмотрим, что к чему, определим. Все, продолжаем. Приятно, конечно, когда находишь вот такую здоровую монету. Вот. Едем. Вот, видите, вот нос его на левую сторону смотрит. Ну, это Луис. Может, 14, может, 16, кто его знает. Луи. Поехали. Людовик. На первый взгляд я так раз глянул, думаю, о, кольцо. А нет. Это какая-то шайба вроде. Не трогал я ее. Вот. Это вроде какая-то шайба. Не колечко. Вот такие дела. Пока монет нету после Людовика. Но мы ищем, стараемся. Для этого мы здесь, чтобы искать. Там еще через поле мужик какой-то копает на тракторе. Думаю, может к нему подскочить тоже. Хотя у меня здесь уже набралось очень много места, где копать. Не успеваю я. Вот, сейчас уже озимые начинают сеять. Так что приходится по-быстрому делать все. Пробежаться и переходить на другое. Давай, едем. У меня штучка снова. А эта штучка у меня наперсточек. Я вот не знаю, вот такие наперсточки. Они вот так вот наполовину делались, и они... Или он сломался так. Скорее всего, он был таким. Потому что у меня многих так наперсточков. Не может он так ровно срезаться.
Скорее всего, они такие были, да. Боком вот так палец, иголку толкали. Да. Ну ладно, есть он. Поехали. Очень такой у меня сигнал был. Двойной, тройной, там на 72 уходил. На 33 падал, короче. Ну, все равно копнул я. И вот такая монетка мне выпала. Тереть не буду, она и так убитая. Уже дома буду смотреть, что это может быть. Но она уже видно убитая, да. Нет тут ничего. Скорее всего. Оставим как есть. Дома будем смотреть. А так смотрим, ищем. Вот. Вот тут он у меня терен растет. Дуб. Ведь где-то здесь поселение, скорее всего, видать, было. Раз там дом стоит, руины есть. Может, один дом был, может, поселение было, кто знает. История об этом умалчивает. Как хозяин сказал, я вам говорил, где-то в 50-х годах они переехали отсюда. Раньше жили, говорит. Я не стал в подробности вбиваться. Я думал, не найду эту землю. Поэтому так и не начинал его переспрашивать. Вон там, за кустарником, тоже такое поле виднеется. Необработанное. Можно будет туда заскочить. Скорее всего, этот хозяин, он там живет. Надо к нему заскочить. Попросить. Вот. Ну что, продолжаем, друзья. Что найду, покажу, да? Снова у меня, снова. Искал, смотрю, она тут лежит. Внизу самом. Внизу самом и не в самом таком ожидаемом, так скажем, цвете. Убитая, как всегда. Что-то у меня поле такое, что монет поедало. Погнали. Это у нас тут вот здесь вот неизвестная штучка такая выпала. Глянем. Напоминает кое-что. А что? Сейчас посмотрим. Та-да-дам. Та-да-дам. Упала. Так. Ну, это явно была монета. Когда-то. Хотя отблески этой монеты на ней еще остались. Так. Вижу, что-то вижу. Проявляется. Ну, кстати, скажу вам. Так, что вы тут видите? Я, по крайней мере, ничего не вижу. Вижу, но не могу разобрать. Вижу, что это монета. Вижу, что если почистить, она будет интересной. Вуаля. Есть же что-то интересное. Это что-то такое, что у меня раньше не было. Вот. Не могу сказать сейчас в данный момент, что это, но оно есть. Окей, поехали далее. Да, друзья, минут 40 хожу уже, никаких находок не было. Но сейчас вот выпала мне монетка. Такая одинокая. Так, где же она? А, вот она. Вот она. Так, думаю, алюминий.
1 франк. Будем смотреть потихонечку. Точно. Алюминий 1 франк 45-го года. Да. Я думал, может, серебро вытяну, как в картах. Не получилось. Не получилось серебро у нас вытянуть. А только алюминий. 45-го года. А нет, 46-й год. 46-й год. Ну, состояние не встать, не упасть. Нормальное такое состояние еще. Нормально. Они убитые бывают, такие алюминиевые, они убитые бывают. Да, это нормальное качество, такое состояние. Окей, поехали. Наша ямка. Алюминий достал. Только что. Вот сразу метр. Оп. Что у нас? И у нас тут 10 или 20 сантимов франка. Вот монетка с дырочкой такой. Вот. И это я трогать не буду. Она такая в своем патине, по крайней мере, сейчас пока еще. Вот. Пусть высохнет. А дальше видно будет. Сразу монетка попалась. Погнали. Так, друзья, продолжаем. Я перескочил на новое поле рядышком. Почему перескочил? Не потому, что у меня места нет, а потому что он сейчас пашет, вон там трактор. И завтра уже будет посев, поэтому хочу пройтись. Вот первая находка. Наперсточек. Такой убитый. Вот. А мужик такой, говорит, копай, проблем нету. Говорит, у моего сына, вот 14 лет, там пацан у него на тракторе сейчас. Ему кто-то, говорит, подарил тоже. Интересуется парень. Вот, говорит, копай, если, ну как всегда, если клад найдешь, скажи мне, говорит, проблем нет, скажу. Ну вот, копаем, смотрим. Принял я решение поехать на место, где он спахал. Он там на краю полосы, вот такой лесополосы. Тут очень трудно размахивать, даже нету вариантов размахаться здесь. Трудно аппаратом тут пользоваться. Пойду-ка я туда, где он спахал. Вот, и пока посмотрю, там покопаем. Окей. Находочка, пуговица. Вроде не солдатская, с кафтана. Продолжаем. Друзья, наконец-то находка. Даже глубоко и копать не надо было. Главное нагнуться и достать. Вот такой колокольчик. Очень редкостный, чтобы целиком его таким найти. Вот. Очень доволен. Попадались они мне и большие, и маленькие, но кусочками. А сейчас целый. Ха-ха-ха. Видали? Видали? Счастье-то какое привалило. Вешались они на шею корове, козам, барашкам, ослам да верблюдам. Вот. Такие дела. Погнали. Монет здесь нету, кстати. Ничего здесь нету. Даже ни левых сигналов, ни хороших сигналов. Вообще сигналов нету. Кидняк какой-то. Ну, есть вот штучка. Проехали. Далее. Новая находочка. Что-то мне здесь выпало. Неизвестное. Это какая-то убитая монетка вроде бы.
Вот. Ну, в таком отличном своем состоянии. Серебром. Оставим как есть. Она хорошая, она красивая, она отличная. Она есть. Она здесь, и она моя. Поехали. Появилась у меня проблема, которую надо будет в очень скором времени решать. А проблема вот в чем. Проблема в батарее Деуса. Вот. Начал я где-то с обеда. Сейчас времени 5 часов. Вчера заряжал. Нету. Батарея закончилась. Вот. А год назад, когда я ее покупал, машинку эту, батарея у меня 3-4 суток держалась. А сейчас даже 5 часов не продержалась. Вот такие проблемы. Так, она у меня стоит где-то стоит батарея для Деуса 35-37 евро. Ну и там клей туда-сюда, короче. Ну где-то до 45-50 евро может поднимется. Надо будет сейчас менять. Вот, без батареи уже, видать, не получается мне ходить. Вот такие дела. Видел я видео, ребята делали. Ну, у них такие проблемы были, ну, и они решались, главное. Без проблем решаются, главное. Вот, купить и сделать, не лениться. Не надо никуда никакой сервис отправлять. Можно самому на месте решить эту проблему. Вот, а сейчас у меня поле вот заканчивается. Есть вот, конечно, часть, но трудно копать. Наверное, на этом я и закругляюсь. Вот. Оставлю я все эти находочки на потом. Окей, камрады, покажу еще, обзор сделаю находок, посмотрим. Я хочу вам сделать такой маленький дополнительный обзор, продолжение вот вчерашних и вот сегодняшних находок моих основных. Я даже не помню, что было вчера у меня, но сегодняшние вот покажу. Так, вот эта веточка тоже, по-моему, вчера была у меня. Короче, идем. Это у нас жетончик такой от Людовика. Да, это у нас такой жетончик. Думаю, свет у нас плохой. Не светит. Вот. Сейчас год еще не определил я. Ну, то видите, вот лошадка здесь. Это не монета, это жетон. Как я говорил, это жетон. Хотел найти вам фотографию поставить, но не нашел я. Их много разновидностей. И так что не нашел. Ну, как мы видим, здесь всадник, Людовик. Вот такой жетон. Цену не могу вам сказать пока что, потому что самой информации пока нет. После показываю вам колечко. Насчет этого колечка, ну, я уверен, это римское колечко. Видите, такое украшение. Самое красивое было на заклепках. И внутри оно вот прямо наперсток сам насажен на этот ободок. Припаян или как там. Припаяли его. Вроде бы. Или заклепали. Вот. Интересное колечко. После. Что скажешь, что это такое? А это стрелка часов. Да, стрелка часов. Так, наперсточки. А еще у нас Луис, вот он.
Вот она, шло и в хорошем таком состоянии. Правда, год не вижу я таких монет, уже несколько штук у меня. Тоже интересно. В хорошем состоянии, если будет хорошим. Надеюсь. Ну, что, нормально я покопал, если честно сказать. Я доволен. Так, это 1 франк 46-го года. Потом у нас идет монетка серебряная. Скорее всего, тоже жетончик. Серебром. Вот сейчас буду думать, как с нее снять вот эту зелень. Патина ее назвать уже невозможно. Вот. Она чуть-чуть убитая монетка, но она серебро. Вот. Очень интересная монетка. Вот. Очень рад я за нее. Так, что у нас? 25 сантимов франков. Год 1917. 17-го года 25 франков. Вот, потом колокольчик. Или этот колокольчик вешали на собаку охотничью на шее. Или на животных, вот этих коров, может, бычков вот этих разных. Тоже, как я говорил, первый раз такой нашел целый. Вот. Ну, короче, основные находки за эти 2 дня вот это были. Вот такие дела. Ну, думаю, на этом все. Завтра тоже пойду. Посмотрю, что к чему будет. Поищем интересные наши вещички. Окей, друзья. До следующего видео. Всем удачи. Оставайтесь с нами на канале.